Сегодня у нас третий день кинофестиваля. Приветствую вас, участники и гости. Сейчас у нас начнется мастер-класс Любовь Борисовой на тему «Подготовка к съемкам от сбора информации до кастинга». Режиссер и сценарист Любовь Борисова расскажет важнейший аспект создания кино – подготовительный этап на примере работы над историческим фильмом «Не хороните меня без Ивана». Также хочется поздравить Любовь Борисову с премией «Диалоги в кино». Они вчера выиграли. Это первый российский фестиваль для сценаристов. Поздравляю. Спасибо. Ага. Для начала все смотрели, да, фильм? Надо рассказывать лишний раз. Так. Сейчас я жду фотографии на экране. Вкратце, история создания, да. Если все смотрели, все знают, что это про Ивана Попова, художника. А что нажать? В общем, речь идет... Мне что-то нажать надо, да? Ефремов. Дайте картинку на экран. Да. Так. В общем, года уже 4, наверное, назад, да? Пришла идея снять такой фильм. Историю якута, который страдал летаргическим сном, я читала еще до этого, лет 8 назад, на просторах интернета. И видела эти фотографии, исторические фотографии Ивана Попова, и просто запомнила историю и самого персонажа. И вот когда увидела актера Александра Тищахова, я вспомнила эту историю и решила, что пора ее экранизировать. Но оказалось, первая идея, она такая спонтанная была, а дальше, если начать копаться в исторических деталях, то есть такой всегда сценарная ловушка с историческими фильмами, когда слишком много фактов, ты уже начинаешь, под воздействием этих фактов начинаешь страдать драматургией. Ты просто пишешь, как было, и получается такая скукотища. И, начинается как комедия, заканчивается, допустим, как трагедия и так далее. То же самое было с фильмом «Холодное золото». В общем, если вы работаете над историческим материалом, и это не документальный фильм, а художественный, надо сначала все материалы собрать, а потом немножко отдохнуть, чтобы прийти в себя и более как-то отдаленно, что ли, более трезво посмотреть на материал и уже работать с жанром, который вы выбрали. Так, это такое отступление. Хайта Варстар. Уже можно? Так, сбор материала. С чего я начала? Вот кроме той истории, тех фотографий, сначала первым делом ты все равно изучаешь все, что есть в интернете. Мне лучше встать, наверное. Изучаешь все, что есть на просторах интернета, картинки, факты, вообще все, что возможно. А потом, исходя уже от сценария, начинаешь изучать локации, одежду, какие-то реквизиты, все, что касается темы. И это может продолжаться очень-очень долго. У нас работа над сценарием длилась где-то год. Писали, переписывали. Это было. И были первые вылазки в Татинский улус, потому что это родина художника, чтобы хотя бы иметь представление, что там есть. Мы знаем, что там есть Чорках, да, музей.
И вообще всегда надо выезжать на разведку, там, где вы собираетесь снимать кино, чтобы познакомиться с администрацией, да, вы сказать о своих намерениях, что вы там через год приедете снимать, например, все контакты взять, сфотографировать обязательно. Поэтому на такую вылазку, едешь, хотя бы с фотографом, с оператором или с художником-постановщиком, а лучше все вместе, да, и плюс продюсер, например. Такой мини-командой поезжаете и начинаете знакомиться. Мы там, это было зимой, мы все отфотали, все, что можно было. Это тоже некоторые сложности. Допустим, локации у нас зимние, а нам надо представить те же локации, но летом. Допустим, когда мы планируем, когда планируешь кадр с компьютерной графикой, и ты не понимаешь, вот в этом кадре лишние вот эти провода будут видны или не будут, или там появится зелень, и она скроет, допустим, виды деревни. В этом плане сложновато было с зимними с этими кадрами локаций. Поэтому мы еще, по-моему, чуть позже еще раз выезжали, несколько раз, чтобы удостовериться уже, там где-то май, чуть-чуть позеленело, и вот так смотришь. А там уже совсем другие виды локаций. Что там с презентацией? Сейчас будет. Так, может, вопросы? Мы хотели еще по кастингу пройтись. Так, пока Анастасия здесь, она скоро уходит. Что у нас было по кастингу? Допустим, сценарий уже был написан, мы уже посчитали, да, кто у нас, сколько массовки, сколько эпизодников и так далее, возрасты. И уже выезжаем. За сколько мы ездили? Месяца за 2, да? Или за месяц? На кастинг. Выезжаешь допустим, снимаем в Татинском ЛУСе и снимали в Сотинском. И в каждом ЛУСе делали кастинг на местах. Всегда, когда вы снимаете в ЛУСе, становится большой опорой местный театр. Почти везде есть народные театры или клубы, да, все равно учреждение культуры. Приходите, и всегда есть какой-нибудь человек, обычно это режиссер театра или такой активная женщина, культмассовик. Всегда есть, спрашиваешь, к кому можно обратиться, и указывает тебе человека нужного. И этот человек знает всех. У него все телефоны, она знает все типажи, все подскажет, поможет. И вот такой золотой человек есть везде. И нужно найти этого человека. И мы устраивали кастинги, она звала все свои контакты. Предварительно можно примерно типажи свои сказать, да, возраст. Или нам нужны старики, или нам нужны маленькие дети предварительно. И вот в назначенный день приезжаешь с камерой. Так. Нет, давайте просто с фотографий. Не PowerPoint, а просто первые фотографии. Да. Фотографии не показывает-то. Так. Давайте продолжим про кастинг. В общем, приходит очень много народу. Вы ставите камеру и ведете запись. Там номер 1. Мы крепили вот такие таблички, да, с нумерацией. Сажаешь человека перед камерой. Заодно эта тренировка, он боится камеры, не боится. И начинаете просто беседовать. Там фамилия, имя, отчество, телефон, где учишься, где работаешь. И просто непринужденную беседу. И в такой беседе человек раскрывается. И вы начинаете видеть характер, типаж. И какие-то пометки себе делаете. Ага, спасибо. Так.
это первый, да? Ну, это пропустим. Так, ладно, чуть-чуть прокомментирую. Подбор актеров, как видите, мы искали, чтобы были максимально похожи на типажей исторических. Одя. А я не могу управлять, да? Яша? Я могу управлять с кликера? Перематывать? Да как вставает? А, так. Все, могу. Не могу. Так. Пока нет, скоро. Сейчас делают. Нет, тут огонек гаснет. Так. Да. Так, ладно, продолжим про кастинг. Что вы хотели сказать, Настя? Может, ты подойдешь сюда? Может, у вас есть вопросы про кастинг? А? Я же рассказала только что. Сначала я случайно с ним столкнулась в его деревне. Выезжали с показом фильма. И увидела, что он похож. И так начался проект. То есть сначала был актер, а потом история. Что еще можно рассказать про кастинг? Иван Попова, Дариус Гумаускас, это литовец, иностранец. Его тоже случайно нашли. Ну, у меня был первый драфт сценария, он полностью поменялся потом. На этом этапе у нас появились московские продюсер, и я стала изучать его фильмографию Ивана Болотникова и увидела, ну, первый же фильм, который я включила, увидела там Ивана Попова, Дариуса. Оказалось, это его любимый актер. Вот он, его друг, который очень похож на Ивана Попова. А я переживала, что среди, ну, ни среди местных русских, ни среди москвичей я не найду похожего актера, потому что с таким лицом вряд ли мы нашли, да, из имеющихся актеров. И тут вот такая удача прямо сама подвернулась. Ну, я ему сказала, что Дариус похож, и он сразу обрадовался, продюсер сказал, что это мой друг, он точно согласится. И он, прочитав сценарий, Дариус тоже согласился заранее. Так, что с кликером? Следующий слайд. Можешь вручную, да? Яша. Вручную хайгын хагатанда. Кликер үлләт. А все дальше. Так. Ну вот. Ой, агаравда. Ладно. Это картина Ивана Попова «Сбор урожая», одна версия, и вторая версия «Кучудин», то есть Иван-чай. Ну, очень красивая в цвете. Я до этого видела только в черно-белом. Ну, в одной книге она вошла только в черно-белом издании. Оказалось, что это очень, задумка очень красивая, и мы решили сделать реконструкцию этой картины в самом фильме. И мы специально искали, ну, узнавали, где может в Спатинском улусе расти Иван-чай. Нам помогали местные, внуки Ивана Попова, Иван Иванович Попов. Потом оказалось, что когда растет Иван-чай, рожь еще не растет, и она еще не желтая. Ну, это нюансы. Ну, в общем, в итоге то, что у нас получилось, мне очень понравилось. Я не могла понять вот на этой картине, на подготовительном этапе, что там висит. Кто знает, что там висит? На шесте. Кроме Сережи. А? Нет, вот над снопами что там висит? Какая-то непонятная вещь. Да. Следующий слайд. Next slide.
На английском лучше. Вот. Да, это стало понятно, когда я видела такую фотографию. Видимо, это Иван Попов тоже готовился к написанию картины. В общем, видите, да, сушится рожь и чучело птицы. Оказывается, чтобы отпугивать маленьких птичек, чтобы они не клевали рожь, они вешают чучело большой птицы. И на картине как раз вот такой момент изображен. Поэтому мы стали искать чучело птицы. У нас был кастинг мертвых птиц, мы назвали. Мы спрашивали, ну, опять же, внука Ивана Попова, Ивана Ивановича Попова, он работает в музее Ярославского. Есть ли у его знакомых таксидермистов, ну, лишние чучела птиц? Нам выслали несколько фотографий, и мы вот выбирали наиболее подходящую птицу. Так, следующий слайд. Next slide. Вот, и уже много раз рассказывала, что сценарий написан по мотивам вот этих исторических фотографий Ивана Попова. У него много таких портретных, сюжетных фотографий, репортажных. И особенность его творчества в том, что на его фотографиях люди очень расслабленные, да, и улыбаются, такие спокойные, ну, занимаются своими делами. А на других фотографиях других авторов, допустим, приезжие, там европейцы приезжают, там люди очень испуганные и зажатые, и стоят по стойке смирно, как будто на расстреле, да. И этим отличается фотография Ивана Попова, потому что он местный, свой, он разговаривает на якутском, поэтому фотографии его очень живые. И поэтому по мотивам фотографии был написан сценарий. И про каждую фотографию отдельный эпизод. И вот уже имея на руках референсы строгие, мы делали кастинг. Подходящий, ну уже тут получается возраст мы задаем, да, ищем такую старушку похожую, сразу даем задание художнику по костюмам, реквизитору, да, художнику, постановщику. Сразу есть с чем работать. Так, следующий слайд. Ага. Вот это шикарные фотографии и большая удача, да, что мы нашли подходящих детей. Это больше Настя, давай рассказывай. Твоя работа. Ну, на самом деле очень просто. Иногда и просто, и сложно работать, когда у тебя есть историческая задача, ты уже видишь конкретно, кого тебе нужно искать, да? Но сложность в наши дни заключается в том, что с годами, как это ни странно, с десятилетиями лица становятся все более современные и современные. То есть есть в кино понятие исторического лица. И это очень сложно найти историческое лицо, потому что, я не знаю, как это объяснить, но мы меняемся. И чем привлекательно работать в дальних улусах, ну, потому что там еще можно найти исторические лица. Дети еще не под воздействием городского влияния, и как-то это даже вот на физиогномике передается. И нам повезло, мы нашли похожих детишек. В чем здесь у нас, я помню, была загвоздка. На исторической фотографии почти все девочки с серьгами. А в жизни оказалось, что у нас у некоторых девочек не были уши проколоты. И мучить детей специально для кадров, протыкать уши и вставлять в них наши железяки было как-то негуманно. И сразу же дали задание реквизиторам, чтобы они сделали такие серьги, чтобы дети могли просто как клипсу нацепить. Вообще, немножечко о понятии кастинга. Маленький вам совет. Например, вы уже понимаете, что вы будете снимать где-то в Улусе, и у вас есть список актеров, и эпизодников, и типажей. Продюсерам будет выгодно, чтобы вы поехали и максимально на месте нашли эти лица.
Поэтому мы выезжаем. Вот еще до того, как основной кастинг проходит, вы выезжаете на места, смотрите весь потенциал УЛУСа, народные театры, детские коллективы, понимаете, что ага, вот этого мы на месте возьмем, этого на месте, этот эпизод на месте, и у вас уже продюсеру интересно с вами работать, потому что вы им экономите много денег на переезд, проживание, питание и так далее. Вот, поэтому максимально задействуйте ресурсы той местности, где вы собираетесь снимать, что мы и сделали. Потому что у нас помимо Таты и были Сотенцы, мы такой же кастинг плотно вели в Сотенцах. И в Этекюле в двух местах мы проводили кастинг, нам народные театры помогали. Что касается, например, фильма «Нучи», вот здесь сидит Данил Осипов с Майей, он провел такую большую работу, когда мы работали там. То есть он привлек всех местных жителей, народный театр, и мы также подстраховались, и люди играли эпизоды, то есть мы не везли из города, и сам Даня, встань, и сам Данил сыграл большой эпизод и очень нам помогал. Режиссер Народного Маинского театра, он также наш участник нашего фестиваля, как режиссер. Приходите после обеда, фильм «Нить». Вот видишь, я тебя заодно прорекламировала. Я думаю, можно пойти дальше по слайдам. Но когда я присоединилась уже к проекту, Наташа уже, Люба сама уже увидела Наташу. Зачастую, когда вы приходите как кастинг на проект, у режиссера уже есть какой-то свой список, на эту роль вижу этого, на эту роль вижу того. Поэтому это очень удобно. А бывает так, что режиссер вообще никого не видит, и вам приходится помогать, предлагая разнообразные варианты, абсолютно бывает полярные, чтобы понять вообще, что хочет режиссер. Next. Здесь вот это тот случай, когда нам повезло, и мы вот эту девочку, которые гадают, мы нашли в Тате. Она очень хорошо, органично сыграла, потому что это роль, в принципе, с текстом, и не всегда в народных театрах можно найти, все равно люди зажимаются. А бывает так в кино, вот смотришь на фотографию, смотришь, думаешь, кто же это может быть, и просто приходит тебе в голову, а давай Шадрин, а давай. Вот и все. Кастинг случился. И это сыграл продюсер фильма Дмитрий Шадрин. С удовольствием и волновался, как будто в первый раз. Вот хороший, отличный мальчишка. Тоже мы его нашли в Тате. Но уже из Этекюль, по-моему, да? Из Черкохен? Да, такой он. Очень серьезный, сильный, выносливый, терпеливый мальчишка, отличный. Я вчера просматривала видео с кастинга, и он смешно отвечал все время. Тусту, чем интересуешься, Тусту, кем хочешь стать спортсменом, чемпионом, говорит. Вообще, хобби есть, Тусту, вообще 100% спортсмен. Вообще, и хочет сделать карьеру. Такой целенаправленный мальчик, очень целеустремленный. Да, у нас бывает такое, что у нас бывают кастинги животных, потому что если это историческая фотография, то у нас до этого был Иванов Прокопий отправлен на то, чтобы искать теленка. Мы подгадывали вообще там по месяцам родился теленок, похожий, будет ли он в этом возрасте, когда мы начнем картину. Да, он рано, и мы боялись, что теленок вымахает. В общем, мы еще пытались подгадать, у нас срок был определенный, чтобы найти этого теленка с таким пятном, потому что вот эта картина, которую нарисовал Иван Попов. Но у нас это девочка же, да? А по сценарию мальчик. Надеюсь, никто не заметил. Дейбенче это же да Винчи. Да Винчи же был мужчина, поэтому мы... Ладно, оправдали.
Ну, смотрите, здесь это важно, да, потому что зафиксировано. Сейчас немножечко отвлекусь на картину, которая будет «Спидстар». Там тоже это историческая лошадь «Спидстар» играет с определенными пятнами. Нам казалось, что это так важно, мы рисовали, закрашивали ей там что-то, но оказалось потом, когда фильм просмотрели, совсем не важно, чем мы парились с этим пятном. Иногда надо взвесить, стоит ли так заморачиваться или нет. Вот здесь стоило заморачиваться. Если бы не нашли, то наши гримеры бы красили это пятно, обязательно бы рисовали. Следующий. Про это мы говорили, да. Это уже реконструкция фотографии. Тоже очень... Да нет, отчаянная женщина, мать пришла, дала такого маленького ребенка нам на съемки. Я всегда восхищаюсь. Это как в кино. Настоящий киношник никогда не даст своего ребенка и не пустит свою квартиру снимать. Но здесь самое интересное, если мы говорим сейчас не о кастинге, а о том, как мы искали это место с иван-чаем, потому что оказывается, что иван-чай растет там, где горит лес. Мы искали, где горит лес, иван-чай еще не расцвел, расцветет он здесь или нет. То есть, да, а подсказка, да, потому что вот там на фоне горелый лес. Но вот эту вот рожь всю, и которую там стебли торчат, здесь не очень видно, это уже мы сажали, то есть это художники сажали, восстанавливали. То есть, она там что-то срывала. Плюс компьютерная графика, да. Следующее. Пару слов про рожь. Это целое дело было. Мы же снимали в начале лета, да, в середине лета. А рожь желтеет только осенью, да? То есть это немножко вымысел был художника. А иван-чай в начале лета отцветает и все. То есть, несовместимые времена года. И рожь, естественно, мы не нашли нигде художники, поэтому пришлось на время съемок использовать камыши. А потом на компьютерной графике заменяли. И чтобы я заранее запланировала, не запланировал, на всякий случай весной у себя на даче посадила рожь, просто по приколу, потому что я знала, что у меня будет рожь, и в итоге она пригодилась. Я ее собрала, хотя бы один сноп у меня получился такой, мы ее отфотали, и потом использовали при компьютерной графике, чтобы заменить все эти камышовые снопы на рожь. Так можно заморочиться, короче. Так, следующий каст. Давай, Настя. Докаяров у тебя, по-моему, тоже был. Да, Докаяров у меня... Можно назад? Иннокентий Докаяров. Почему я сразу его выбрала? Потому что прототип Прокопий Сокольников, первый профессиональный врач якутский. Я его прописывала в сценарии, и вот по фотографии сразу видно, что он очень похож на Докаярова. Иннокентия Докаярова. И вот когда я предложила команде, что вот его можно, все ахнули, сказали, да чего же похож? И вот вопрос решился сам собой. Следующий слайд. Вот это портрет отца Ивана Попова и наш актер Вячеслав Югов. Вы его можете знать по фильму «Рядовой Чарин». Он там фашиста играл, помните? Потом он играл «Холодное золото». Играл белогвардейца. Как его звали? Горский. Белогвардейца, главного героя тоже. Злодея играл. Потом. И вот эта роль, да? И мы над ним шутили. Югов, ты вообще стремительные карьеры делаешь от фашиста до святого отца. Такая очень стремительная карьера. Ему вообще очень нравится. Это не профессиональный актер, он инженер же, да? По образованию инженер, предприниматель, и он очень скучает по съемкам. Полюбил съемки. Чтобы его раскрепостить, что мы сделали? Если вы работаете с непрофессиональными артистами,
то до съемок есть такая практика, вы нанимаете репетитора по актерскому мастерству, и он с ними занимается перед съемками, ну буквально там, сколько у нас, неделю, две, снимает зажим, раскрепощает. Это не значит, что с ним кто-то садится, разбирает сценарий, ты должен сыграть так-то, так-то. Нет, это работа режиссера, а здесь элементарно, вот Вася, встань, пожалуйста. Вася представитель такой школы на «Холодном золоте», он ходил в эту группу, и что они делали вместе с Юговым, изображали котят, там, мяукали, ползали и делали всякие такие штуки. Просто это элементарно снимается зажим. Когда человек приходит на площадку, он уже, ну что ему, он уже и лаял, и гавкал, и мяукал, то есть ему уже не так страшно. Поэтому и он с удовольствием тоже это делал, и тоже эта мысль возникла, тоже кто-то подсказал, там, где найти русского. У меня вообще, если честно, паника, когда начинается вот это вот «нам нужен русский артист». Все, мне... Да. Хотели российского артиста там масштаба Машкова, но понятно, что бюджеты не позволят. И просто кто-то мне вот ляпнул, а почему не Югов? Вот. И началось вот это изучение физиогномики. Мы потом можем вообще пойти в следствие, наверное, работать после кастингов. А почему нет? Задумались, позвали, какую-то бородку прилепили, гримера пригласили и ахнули. Оказывается, и нос такой, и лоб такой. Ну, то есть бывает такое, что кто-то тебе... Ты не думаешь даже об этом варианте. Например, как в «Холодном золоте» появился китаец. Мы пошли на какую-то премьеру в Саха-театр, Титейбит, и мне кто-то говорит: смотри, вон вы китайца ищете, вон Илюшка Петухов у нас ходит. Раз посмотрели, точно. Он работает звукачом, а оказывается, китаец у нас под боком ходил. И вот так вот просто кто-то ляпнул, и у нас в фильме появился вот такой замечательный китаец. Он очень хорошо играл. Играл так, что в одной сцене у него аж линза из глаз вылетела. Да. Следующий. Лену Маркову я изначально видела на эту сцену, просто на уровне идеи. Я писала специально под Лену Маркову, потому что считала, что только она может потянуть такую драматическую роль. Вообще спектр, да, актерский широкий должен быть. Я считаю, что молодежь бы не справилась, чтобы такая глубина была, и трагедия, и надежда, и вообще такие эмоции показать. Поэтому изначально Лена Маркова. Вот. Так, следующий слайд. Художник по костюмам восстанавливали образ. Это по приколу поставил. У нас уже игра началась, типа, а кто бы еще, тоже похож на фотографию. Мы не искали специально по этой фотографии, просто я вчера поставила, действительно похоже. Это наш исполнитель-продюсер Прокопий Иванов и наш водитель дядя Володя. И мы их нарядили в эти костюмы, на эти роли. Да, это братья Алан Хасута и ученик Алан Хасута. Так, следующий. Это тоже случайное совпадение. Фотография не Ивана Попова, а Йохельсона. Тем не менее, когда я изучала исторические фотографии, смотрю, очень похоже на Нюргиана Шадрина. И у нас на стене висела фотография, и все подходили и говорят: да чего же похоже на Нюргиана Шадрина. И она тоже сама, когда увидела, сказала: это же я. По сценарию и вообще прототип этой удаганки в фильме, в книге описан, что у нее не было бубна и костюма тоже не было. Она камлала в белом платье, поэтому такой образ создали специально художники по костюмам. Дарья Петровна, она вчера выступала, предложила такое белое платье, чуть-чуть как шлейфом, для подчеркивания образа. Вот. И специально для этой сцены создавали урасу. Это имитация. Издалека нормально выглядит. На самом деле это что там? Линолеум. Лайфхак. А внутренность юрты снимали в другом месте. Это Сотнинский музей. Там юрта стоит прямо в центре. Там слишком много построек рядом.
поэтому не подходит экстерьер. Но интерьер мы там снимали, а снаружи надо было одинокая юрта в Аласе, поэтому мы выбрали подходящее место, сказали вот тут поставить, и художники нам поставили каркас быстренько, ну или не быстренько. В общем, построили юрту. Следующий слайд. Подожди. Я еще хотела сказать насчет того, как к этой роли Нургуяна готовилась. То есть это роль Удаганки, и с ней работал консультант. И вот эти все движения, которые она в фильме делает, вот то, что она хлопает, то, что она вот так всегда делает, это все подсказки, ключики к роли консультанта. То есть это тоже важно. Если у вас в исторической картине работаете, старайтесь актеров сводить с нужными людьми, чтобы они вот такие какие-то исторические красочки придавали. То есть это образ становится более глубинный, актеру уже есть что играть, и это получилось у нас не совсем прям такая шаманка, которую мы привыкли, да, видеть в классическом своем, который там в бубен, в трансе таком. То есть я считаю, что это вот, она очень уникально поработала над своим образом. Поправочка. Насчет хлопания в ладоши, это было в книге описано. Как она камлает, хлопая в ладоши, и что красиво поет. Консультант ей ставила мотив песни, тренировалась с ней с этим таюком необычным, да. Мы с ней писали текст, осторожный текст, это же магические вещи, да, чтобы, не дай бог, не было слов проклятия, нейтрально, чтобы было, вроде бы и лечит, но чтобы ненароком никого не проклясть. Над этим мы работали. И она подсказывала по поводу транса, как удаганки входят в транс, какие слова говорят, как себя ведут, как очищается. А вот эту фишку с покашливанием, это уже Нургяна на месте сама, это была импровизация. Прямо... зевки это отдельно, но Нургяна мне говорил, что во время игры ей почему-то захотелось так сделать, и я не стала ее поправлять. Вообще она чуть ли не в транс не вошла, да, во время дубля. Довольно жутковато было. У нее в конце сцены голос менялся даже. На озвучке это не получилось точно воссоздать. Но вот после камлани страшная сцена, где она парней ругает, там на съемочной площадке у нее сильно поменялся голос, как будто такой низкий, с хрипотцой. Жутковато было. Так, это тоже воссозданный кадр. Известный мотив. Меняет эти торбоза. Так, следующий. И платьишко тоже из каталога известное. Так, ой, не влезает, да? Тут была очень большая фотография, где все семейство Поповых. А если ручками прокрутить? В общем, это брат Попова Николай, его историческая фотография, и Миша Сажин. Даже похоже, оказывается. У Насти глаз алмаз, она подбирает по фотографиям. И жалко, Веру Павловну не видно, да? Костюм. У исторической фотографии матери Ивана очень необычное лицо. Там куча кровей. Там кавказцы, монголы чуть ли не. Очень много намешано. И непонятно, какой национальности человек. И мы думали, кого найти с таким лицом. Вообще необычное лицо. И в итоге... Тоже кто-то посоветовал. Гример Гоша говорит, это же наша Вера Павловна из театра, из ТЮЗа. А она не профессиональная актриса, тоже очень волновалась. Она вообще не актриса, нет, у нее детский коллектив, да, и она нам, кстати, и девочку помогла найти, потому что с девочкой дочка Ивана Попова, тоже мать Саха, он как бы русский, и понятно, что вам надо сахаляра искать, тоже трудно искать, такая задача. Да, еще чтобы на сахалы говорила, да. И вот Веру Павловну
как-то тоже благодаря гримерам черты совпали, гримеры нам помогли, она тоже раскрепостилась как-то, и теперь она во многих фильмах так и ходит, и снимается так же, как и Югов, то есть, да, очень прям уже у нее вот эта страсть появилась, уже спрашивает, когда, где, что. Следующий слайд. Ну, это уже просто так, это уже просто сбор информации, это рисунки Попова, Эмигет, да. Следующий слайд. Вот он нашел этот Эмигет. Он еще ходил на раскопки, на экспедиции различные, и вот он сфотографировался рядом с находкой. Это, наверное, многие думают, почему картина да Винчи висит у него в юрте. Это его студенческая работа, он делал копии, учебные копии прямо с Эрмитажа. И его очень хвалили учителя Маковский за то, что очень такой профессиональную копию сделал. И у него даже просили продать эту картину, но он не стал продавать и привез домой. И есть интересные воспоминания Ахтылар, как красный командир из центра, из Петербурга приехал в якутскую деревню, заходит в якутскую юрту, а там висит картина да Винчи из Третьяковки, и он был в шоке. Думал, украли, что ли, привезли сюда. Оказалось, что это репродукция, и что хозяин юрты художник. Вот так я с ними познакомились. И поэтому мне захотелось включить эту картину в сценарий. Вот следующий слайд. Ну, это мои раскадровки. Следующий. Это я Бапатахта прорисовала раскадровки, которые связаны с компьютерной графикой, чтобы легче было изъясняться с кучей специалистов. Иногда так тоже. Вот эту сцену помните, да? С лодкой в чайнике и гигантский глаз в окне. Так. Ну, это мальчик на ходулях. Тоже целая подготовка была, чтобы обучить ребенка работать с ходулями. Настя, добавишь, да? Да, мы привлекали специалиста из цирка, и сделали мы ходули не такой, конечно, длины, чуть-чуть мы сделали поменьше, с ростом мальчика, да, там есть специфика, тормоза тоже нужно было как-то подбирать, потому что ему неудобно было стоять, и до съемок мы все это проходили, репетировали, эти ходули мы ему отдали с собой домой, под контролем родителей он еще сам занимался, то есть это целая работа, да. Да, сначала сделали очень тяжелые, потом их уже облегчили, так скажем. Так, ну это рисунок Попова, юрта Поповых. В общем, все рисунки, зарисовки, фотографии мы использовали, чтобы воссоздать внешний вид дома. Ну, это известная юрта Поповых, балаган Поповых. Есть две копии. Одна стоит прямо в центре деревни Итыккөл. Мы как раз вот первый выезд, нам его показали, мы все сфотографировали, и я влюбилась в этот интерьер, но экстерьер снимать невозможно, потому что прямо посреди деревни стоит, там куча домов рядом, хлама бытового, да. Поэтому, не поэтому, но нам повезло, что точно такое же здание построили копию в музее Хадаи прямо в лесу на полянке, но она была слишком новая, поэтому интерьер мы снимали в оригинальном доме, а экстерьер снимали уже вот в музее. И чуть-чуть подкрашивали, чтобы привести в соответствие, чтобы снаружи дом не был слишком новым, а внутри старым. Следующий слайд. Это что такое? Пахай. Батыр да Яша. Уменьшить нельзя, да? Это А4 было. Да, провал. Так, в общем, это у нас распечатки рабочие, куча фотографий у нас на стене висела с локациями. Вот как раз наши эти локейшн-скауты просто ездили и фотографировали все подряд. Неизвестно, что вам может понадобиться.
Вдруг возникает вопрос, у них там есть нужная скамейка там, или нужный стол, или какие-то реквизиты, и сразу начинаешь копаться в фотографиях и смотреть, вот это есть, и облегчаешь работу художников и реквизиторов, что часть реквизита мы можем покрыть там на месте, а то, чего нет, приходится искать и вести с собой. Следующий кадр. Вот такие атмосферные референсы, чтобы понимали, что я хочу. Следующий кадр. Следующий. Это Алас тети, да? Как раз юрта Поповых. Это музейный вариант. Вот слишком новый интерьер. Древесина слишком новая. Следующий. Хорошо, там стоит оригинальная мебель. Почему-то туда привезли. Мебель... Можно выключить. Настоящий дом, видите, тут снимать невозможно. Соседние эти видно. Так, следующий. Зато интерьер, видите, сразу атмосфера, покрашенные известью стены, рисунок, мамин камин. И мы восстанавливали, там должен стоять самовар, какие-то такие вещи, мелочи подсматриваешь и восстанавливаешь. Так, следующий слайд. Так, и следующий слайд. Так, следующий. Это просто вариант был. Мы в итоге в другом месте снимали. Так, Ураса, наряд невесты. Просто референсы из интернета. Так, следующий. Картина Попова. Это Кёльская церковь, по-моему. И мы искали похожую. В итоге решили отснять это в Хадае. Не в Итыккёле и не в Черкёхе, а в Хадае была похожая. Так, следующий. Но интерьер снимали в Черкёхе. И просто такие фотографии, которые мы использовали. Так, следующий. Вот эта фотография, это собранная коллекция для отправки в иностранные музеи. Примерно так это должно быть выглядеть. Следующий. Так. И следующий. Все эти фотографии мы сделали во время первого локейшн скаута. Быстро-быстро все отснять, а потом уже дома спокойно сидишь, выбираешь этот дом или этот дом. Следующий. Следующий. Так, поварня. Следующий. В общем, лучше режиссеру всегда из интернета референсы такие подготовить, чтобы легче было изъясняться, чем там десятки слов сказать, пытаясь объяснить. Лучше один раз показать, да, и всем все понятно. Так, следующий. Это из другой версии сценария. Там такая могила шамана должна была быть. Так, следующий. Следующий. PDF-ка, да? Это я смогу переключать, да? Ага. Дальше буду переключать. Это моя презентация. Иногда выступаю насчет реконструкции начальника. История одного реквизита. Это только один реквизит. А реквизитов у нас было сколько?
Коля здесь. Очень-очень много реквизита было. Ну вот история одного реквизита. Мне нужно было воссоздать вот эту фотографию, но у меня ни украшения не было, ни такой аутентичной шубы. Художник по костюму Дарья Петровна сказала, сейчас в наличии у театров такой аутентичной шубы нету. У театров более такие сценические, да, адаптированные, более блестящие такие, а аутентичной шубы нету. И она сказала, будем шить. Украшения, я думала, в музеях, возможно, найду, но такого типа украшения оказалось нету, потому что оно более архаичное, потому что Илинка Бехер связан к начальнику, то есть бастыга, она привязана к бастыга. И оказалось, что... Так, ладно, по порядку. В общем, чтобы сшить такую шубу, она черно-белая, я обратилась к картине Носова, она цветная, и известно, что Носов рисовал эту картину по этой фотографии, используя фотографии Попова. Понятно же, да? Но почему-то мне надо было увидеть цвета этой шубы. И тут я обратила внимание, что украшение у Носова изменилось. Там внизу появились колокольчики, а вот на оригинальной фотографии изделия без колокольчиков. И меня это заинтересовало, почему Носов поменял украшение, хотя он работал с фотографией. И я подумала, вдруг, и я где-то видела эти колокольчики. И просто как теория я подумала, вдруг Носов увидел на другой какой-нибудь фотографии Попова изделие с колокольчиками, и оно ему больше понравилось. Я начала листать другие фотографии и нашла это изделие с колокольчиками. И поняла, где я видела, в каталоге «Германские музеи». Есть прекрасное издание «Материальные духовные культуры народов Якутии» в музеях мира, том 2, Германии. И вот в германских музеях лежат очень много якутских предметов, которые в том числе Иван Попов тоже собирал и отправлял в свое время, в 19 веке. Да? И вот это украшение там до сих пор хранится. Это было такое открытие. И оказалось, что не только вот это Илинка Бехерда, но и гривна, и боковые подвески тоже там уже лежат. Поняла, что должен быть комплект по этой фотографии Попова, где видно, что девушка носит в виде комплекта. И инвентарные номера этих изделий, они порядковые. Поэтому уже доказано, что вот эти 4 предмета точно отправил Иван Попов. Хотя изначально в каталоге об этом не указано. Вот такая исследовательская работа была. Уникальность вообще, когда Люба все это раскапывала, уникальность была в том, что когда это украшение было отправлено уже в Германию, потом началась война, и за счет того, что это украшение было в Германии, оно выжило. Если бы оно осталось на территории Якутии, а здесь активно сдавали все золото и серебро, то это украшение бы пропало. То есть вот такой парадокс исторический. Мы воюем с Германией, и благодаря Германии у нас украшения сохранятся. То есть в голове не укладываются некоторые вещи. И я уже скоро побегу. И вот Люба показывала вам шубу. Когда уже сшили, Люба дойдет, сшили эту шубу, мы снимали эту сцену, и шуба, сцена, где одевание невесты, 3 служанки местные, мы снимали это в Баеге. Там были 3 местные, играли служанок, которые помогали у нас одевать Наташу Корякину. И дубль за дублем. И я смотрю, они уже так сникают, они держат втроем эту шубу и такие все, опять дубль, такие страдают. Я говорю, что, девочки, вы хотели? Вот такая у нас работа тяжелая. Они говорят, не работа у вас тяжелая, а шуба тяжелая. Вот. Так что на этой ноте я с вами прощаюсь. У тебя еще есть 30 минут. Так. Ладно, это только мне, наверное, интересно. В общем, все, что мне удалось выяснить про это украшение, а это было открытие для исследователей биографии Попова, да? Такое доказательство. В общем, я все стала рассказывать своим друзьям. Первым делом рассказала Мария Турантаева, это директор театра Лонхо. Вот она в розовом.
И она тоже загорелась этой идеей, и через несколько дней она мне перезвонила и сказала, я ей просто так рассказала, а она мне перезвонила и говорит, мы от театра будем, профинансируем изготовление этого изделия массивного, да, и надо сделать из серебра. Давай искать исполнителей, мастеров. А я как раз познакомилась с ювелирами из ЯХУ, Якутское художественное училище, и они все время занимались историческими реконструкциями на пару с археологом Александрой Прокопьевой. И вот у нас образовалась такая команда, и мы очень-очень быстро, чуть ли не в течение месяца, смогли сделать реконструкцию массивного вот этого украшения. То есть илинка-линка вердах бастынга, он на кди с подвесками. Это просто нереальные сроки были. Ну вот они смогли это сделать. И сейчас вот у нас ходят по выставкам это изделие как народное достояние. Мы, получается, реконструировали и вернули эту красоту в республику, да, народу. Вот процесс реконструкции, мастера, дипломники на тот момент были, выпускники ювелирного направления ЯХУ. Так, все, да? Вопросы? Люба, может, помните, мы здесь проводили мероприятие, посвященное этому фильму, на которое пришло... По вашему фильму, который мы сейчас обсуждаем. Пришло много народу, было очень интересно. Я как представитель Союза историков и краеведов Якутии хочу сказать, что жизнь Ивана Васильевича Попова, она была блестящей, интересной, но в то же время немножко трагической. Потому что дело в том, что его брат Иван, который в начале картины пугается... Николай, да. Пугается, убегает. Он был расстрелян во время гражданской войны. Дело в том, что якутская повстанская армия на подконтрольных территориях проводила зачистку, так называемую. Расстреливала ревкомов, сотрудников ревкомов и сочувствующих советской власти. И этот человек был расстрелян, его брат, как мы знаем. Также были расстреляны его жена и мать жены. Это очень такая трагичная страница нашей истории якутской. Потом, как мы знаем, Иван Васильевич, оказывается, тоже голодал во время войны. Дело в том, что годы войны на территории Якутии был голод страшный, массовый, который унес жизни многих якутян. И когда в 1945 году устроили ИСХ Победы, а тогда ему присвоили звание почетного художника Якутии, его там чествовали во время ИСХа. Вероятно, здоровье его было сильно ослаблено, и он умер после этого. Вот. Такие интересные, и в том числе и трагичные моменты истории. У меня два таких вопроса. Первый вопрос. Как обстоит дело у Сахафильма историческими консультантами, да, которые консультируют по этнографическим, по историческим вопросам? Это первый вопрос. Потом меня интересует, как дело обстоит с реквизитами, которые делаются при фильмах, снимаемых Сахафильмом. Есть ли там у Сахафильма музей по этим реквизитам? Как обстоит вообще с этими предметами дела? Консультанты каждый раз разные, в зависимости от темы, эпохи, от режиссера. И режиссер сам консультируется. Таких штатных консультантов нет. Надо искать экспертов именно по этой тематике. Насчет реквизитов. У нас есть реквизиторская.
можно одалживать. Ну, небогатая. В основном там вещи Тагындархана и снайперсах, вот, Великой Отечественной войны. Ну и то, что у нас удается изготовить, пытаемся сохранить, чтобы использовать на следующих фильмах. Но такие ценные реквизиты мы, если одалживаем, то возвращаем. Поэтому, опять же, по-разному бывает. Еще вопросы? Угу. Ага, так. У меня вопрос касательно того, Дариуса же озвучивали, yeah? И как вы делаете так, чтобы его губы совпадали с актером озвучки? Вы специально с ним какую-то практику делали? Мы придумали целую систему, потом со мной даже консультировались из Москвы, как вы это сделали. В общем, помните, мой первый фильм «Надо мной солнце не садится» тоже был дублированный, профессиональный. Я для дублирования ездила в Москву и посмотрела, как работает профессиональная студия дубляжа. Там есть режиссер, есть отдельный звукач, который записывает, приходят актеры, но основную работу делает автор синхронного текста задолго до записи. И это такие уникальные специалисты, которые укладывают текст, то есть укладчики текста. Они смотрят перевод, смотрят картинку и укладывают по губам, подбирает русский текст так, чтобы гласные и согласные совпадали, и казалось, как будто бы человек говорит, и количество слогов, и даже учитывает просто паузы. Поэтому им нужно работать именно с видео. И там какие-то специальные отметки, тут пауза, тут там. И если автор синхронного текста хорошо поработал, то актеры приходят и просто зачитывают, чуть ли не с первого дубля получается уложить по губам. И они говорили, какой хороший синхронный текст, качественный, сделанный. В общем, я все это увидела. И когда встал вопрос, как заставить литовца говорить на якутском, сначала были фантазии, что он сможет выучить. Сразу нас отрезвили, сказали, нет, не получится. В общем, стали искать выходы. И думала, и решила сделать заранее такой синхронный текст, до съемок еще. Создать синхронный текст, чтобы и русский, и якутский текст, диалоги были синхронизированы. И таким образом у нас Дариус на площадке разговаривал на русском, на уложенном русском языке, а потом уже было удобно обратно на якутский озвучить его, потому что текст был уже адаптирован. А работал над синхронным текстом Гаврил Минкяров, актер онкотеатра. Он, потому что очень много работает над озвучкой, мультики озвучивает, фильмы озвучивает. Очень профессиональный актер дубляжа. И для него это тоже было в новинку. Я предложила тоже сжатые сроки, СР, но он быстро собрал команду и очень быстро нам создали такой синхронный перевод. Иногда ему проще было менять якутский диалог, чем русский. Два текста он параллельно работал. Где-то менял русский текст, где-то якутский. Зато позже работать было легче, но не идеально, конечно. Потому что потом на озвучке все равно пришлось чуть-чуть что-то шлифовать, потому что звукорежиссеру что-то не нравилось, поэтому мы на месте иногда переделывали. И озвучивал актер Сахатеатра Аял Амосов. Его голос идеально подошел, так что мы иногда путались, это Дариус говорит или Аял. Еще вопрос? Вы говорили, когда презентация была, что будете еще работать над документальным фильмом, да? И что у вас сейчас продвигается, и для нас любопытных, что расскажете? Как раз я вам показывала фотографию нашей команды. Среди них археолог Александра Прокопьева, и я снимаю про нее. Про археологию в целом
и про всех этих людей, которые вокруг нее крутятся. То есть они что-то раскапывают, какое-нибудь захоронение, каждый раз это сенсация, там новый вид украшения, новый вид костюма, и сразу у нее армия мастериц, ювелиров, кузнецов прибегает, у них лаборатория археологии называется, под руководством Арзали Бравиной, и очень интересный такой движ у них идет. И сразу приходят, такие профессионально все оценивают, измеривают, и очень быстро создаются реконструкции, такая научная прикладная работа идет. И вот этот процесс мне интересно заснять. И вот никак не могу остановиться. Все еще снимаю. Здравствуйте, Люба. У меня вопрос. Вот исторический фильм и современный фильм, да? Бюджет из них какой дороже, какой проще? Ну, естественно, исторический. Много ушло, да? А? Намного больше у вас, ну, как бы были затраты у исторического фильма, ну, по сравнению с другими вашими Конечно, фильмами. если современный фильм, просто ты приходишь, начинаешь снимать, а исторический, ну, вот все надо восстанавливать, вплоть до мебели, одежды, на графике почищать, провода. Нюансов очень много. Поэтому, если исторический фильм, сразу бюджет возрастает. А по времени сколько у вас ушло на этот фильм? Ну, соответственно, на изыскание целый год, на подготовку художественного департамента пару месяцев, потом там, всякие локейшн скаут. Это если обычный современный коммерческий фильм можно создать в течение года, то этот фильм не меньше 3 лет. И можете посчитать затраты, соответственно. Спасибо, спасибо. Сережа хотел про телегу рассказать. Там сидит Сергей Потапов, команда художников работала. И на его ответственности была телега. Это целый персонаж, можно сказать, фильма, который каждый день надо было разбирать, собирать, разбирать, собирать. Почему? Потому что мы же меняем локации. Мы же не можем телегу перегонять там в соседнюю деревню, своим ходом. Там все разломается, поэтому надо все это разобрать, погрузить в грузовую машину, привезти, обратно собрать, отснять сцену, потом обратно разобрать, увезти на другую локацию и так далее. Это вообще кошмар. И чтобы каждый раз колеса снимать, надо и верх снимать. Это целое дело. Сережа потом к концу съемок сказал, я сожгу эту телегу потом. У нас был и лайфхак, чтобы хоть чуть-чуть облегчить. Как сказать, операторская платформа, такая ноу-хау. Операторы предложили. Есть же такие сцены, когда машина, да, и вот они едут, и камера их прекрасно снимает, и непонятно, как они прикрепили к машине, например, да. У нас была операторская платформа, это на колесах такая платформа, где кроме объема телеги есть дополнительные такие площадь, где можно ходить, где можно к команде разместиться. То есть вся команда ездила вместе с телегой. Такая платформа, она крепится к машине, и такой прицеп. И чтобы каждый раз не переделывать телега-прицеп, я предложил сделать дублер телегу, чтобы она постоянно была на платформе, но без колес. И то почему-то заморочились, не сделали 2 копии, одна одинаковая, а почему-то надо было снимать крышу отсюда, переделать сюда. Не поняла я логику наших художников, но почему-то так сделали. Но все равно чуть-чуть облегчило работу, да? Такие нюансы бывают. И изначально я предложила вот эту крышу тканевую, потому что я представляю, какие у нас, какое лето, солнце, да? А у нас летние съемки. И если целый день актер будет сидеть под палящими лучами солнца, и устанет, да, солнечный удар может получить, и некрасиво будет, когда слишком солнце в глаза бьет, актеры не смогут играть, они будут так сидеть, гримасничать.
Поэтому я предложила крышу, чтобы такой более-менее рассеянный свет был. Вот такие нюансы тоже приходится учитывать иногда. А? Ага. И все такие: Сережа, давай быстрее, мы тебя ждем. В этом фильме нюансом было в телеге то, что она почти у нас, ну вы понимаете, что колеса не резиновые, а из дерева и металла. И каждую кочку она чувствовала, как, не знаю, как авария уже. И каждый в дубле, когда снимали, у нас телега вот вся навес шаталась так налево-направо. И каждый раз актеры стоят, держат все это. И каждый раз дубль, все, Серега, беги. А я только вот чай налил себе, не успел даже попить, уже бежишь к этой саморезами, с шуруповертом. Там уже в какой-то день уже я стал прятать все это свое барахло в телеге, чтобы там не бежать туда-сюда за ними. И там еще самое интересное было то, что лошади у нас были такими с первые дни дерзкими, резкими. Всегда дергали резко актеров, и актеры сразу испуганные были. И вот. Да, это когда мы снимали в Сотинском деревне, ну, как музей в Сотинском. Там с актерами наша лошадь сзади привязана. Она перевернула всю эту телегу, и наш актер Чичахов и Дариус Иване упали. Ну, хоть без инцидента, но живы были. Что было? Еще вопросы? А телега, если вообще изначально рассказать насчет подготовки, ну, мы поспрашивали у местных мастеров. Я понимала, что музейную телегу это целый месяц туда-сюда возить по разным улусам, это нереально, да? Мы ее точно сломаем. Поэтому решили специально для съемок изготовить. Поспрашивали местных мастеров, сколько это будет стоить. Вообще кто-нибудь делает телеги или нет? И кто-то сказал, ну, я в принципе могу сделать, может быть, там, и такие ценник добавили, чуть ли не 200 тысяч. И мы такие, ага. И я так психанула и погуглила, вообще в России делают телеги или нет. И нашла в Подмосковье за 38 тысяч. И мы купили сразу 2 телеги с запчастями. И нам доставили поездом. Все равно вышло дешевле, чем один местный. И это была фирма, которая специально только телегами занимается. У них все оборудование, нам по видеозвонку все показывали. Они, как специально для съемок изготавливают Мосфильм, Ленфильм обслуживают. И всяких дачников, такие декоративные, тоже делают маленькие. Вот очень повезло. И наш продюсер московский прямо удивлялся, говорил, неужели в Якутии никто не делает телеги? Я говорю, зачем? Зачем нам делать телеги? Это слишком дорого. Вот. И вот она приехала. Еще смешной случай. Вот телега приехала через ЖД, да? Я поехал в транспортную компанию получать эту телегу. И вот сотрудник транспортной компании ходит, выдает, мы там расписываемся, и он, увидел колесо торчит из телеги, да, и спрашивает, это что у вас, телега, что ли, для туристов? Я говорю, мы кино снимаем. И он так сразу загорелся и говорит, а снимите меня в кино. Такой высокий русский парень с таким хвостиком, выглядит как рок-н-ролльщик, рокер или байкер. Я смотрю, такой, интересная внешность. Сразу записали видеовизитку. Я говорю, может быть, мы вам позвоним. А потом, когда начали искать казаков, там же были, да, 2 казака, сразу про него вспомнили, показала Насте Петель этого человека визитку, и она сразу его утвердила. И вот когда на него пошили вот этот костюм казачий, когда все это одел, шашка там, серьга в ухе, он вообще преобразился. То есть у него с банданой как-то странная внешность была. А когда он надел казацкую форму, как будто он в ней родился. И он прямо внутренне весь сиял. Потому что человек наконец-то нашел свое призвание. И он так эффектно выглядел в фильме. Резко изменился. Ага. Утром видишь,
Серьги, вот утром увидели его, у него серьги, кожаная куртка летом, как-то я не понял, как он ходит в такую жару, бандана, еще длинный такие вот хвостик, и все, ходит такой, сигарета в зубах, как будто еще не хватает тут зубочистки. Вот утром увидели, вот он у нас кем будет играть, кто он будет. Потом увидели, знакомый человек, серьги те же, и вот увидели казаха, еще у него, казак. И у него вообще кнут был, да? С кнутом ходит, все, я нашел свое призвание. На лошади сидит, бегает, как будто он не вылезал из этого лошади никогда. А второй казак, не знаю, как его нашли. В общем, с ним были проблемы, он не мог раскрыться перед камерой. Я думал, ну, подумаешь, это небольшая роль. А он прямо, паника у него начиналась перед камерой, и он не мог нормально сыграть. Ну, кое-как, уже солнце садилось, кое-как сыграли, но он такой оптимист оказался, зато говорит, а зато я на лошади покатался. Ну, такие случаи тоже бывают. Вопросы? Или у нас время? Вообще, вам интересно, ребята? Как будто вас заставляют тут сидеть. Интересно? Так, ну, еще 5 минут. Пара вопросов. Это колледж культуры, да, и АГИКи. Колледж культуры есть? Вы кто? Ага, 3-й курс. Нет? Вы 2-й? 2-й, 3-й. Ага. Вот в АГИКи мои первачи сидят, будущие ваши коллеги. Знакомьтесь, можете коллаборации делать. Угу. Ну, полезно было? Угу. Все хорошо. Все, да, тогда? Идите отдыхайте. Пара закончилась. Перерыв до 15:00. Потом показ. Сегодня закрытие 18:00. Мы узнаем победителей. Всех ждем.